Лето – сезон выполнения строительных работ и проведения ремонтов. Так, в Ленском районе начат ремонт городских дорог, теплосетей, строятся новые объекты. В селе Южная Нюя Ленского района завершается строительство овощехранилища на 500 тонн. Это событие долгожданное для сельхозпредпринимателей. На эти цели главе крестьянско-фермерского хозяйства была выделена субсидия в размере 12 миллионов рублей из районного бюджета. Идея строительства овощехранилища в Наслеге назрела давно. Старые помещения уже ветхие и не приспособлены для механизированного производства. Все приходилось делать вручную. Вопрос возведения нового здания под хранение овощных культур подняли местные сельхозпроизводители во время рабочего визита главы района в Южную Нюю. Олег Неткачев и его компаньон Игорь Бухаров попросили Александра Черепанова оказать им поддержку. Сельхозуправление, район выделил субсидии в размере 12 миллионов 700 тысяч. Общая стоимость по проекту 19 миллионов. 30% наших, ну а по факту сейчас уже стройка идет, ну все равно больше получается. Строительство овощехранилища завершается. На объекте работают специалисты строительной компании из города Якутска. На их счету десятки возведенных помещений из сэндвич-панелей. Овощехранилище 16 на 36. Идут бетонные работы, и после него будет монтаж сэндвич-панелей. Полы утепленные у нас пеноплексами по 10 на 10 сантиметров и стены 15 сантиметров из полистирольного сэндвич-панели из полистирола. Вместимость нового овощехранилища 500 тонн. В просторном здании рабочий процесс будет проходить с помощью погрузчиков. Это самый важный момент для предпринимателей. В основном нам поможет это все механизированным путем тут работать. Что вот мы купили в прошлом году комбайн. Комбайном, чтобы убирать, это мы будем, получается, все это в телеге высыпать, и потом телегами здесь завозить, и хочем по ящикам все затаривать. И тоже трактором, она же высокая, вот мы до самого потолка все это ящиках будем слаживать. Олег Неткачев с супругой занимаются крестьянским фермерским хозяйством с 2012 года. Сначала производительность была небольшая. Сегодня с 15 гектар земли предприниматели собирают 500 тонн урожая. На полях супруги выращивают капусту, картошку, морковь и свеклу. Сбыт продукции налажен. Реализуем мы Ленский район, Мирнинский, Сунтарский. Все уходит вообще? Практически все. Конечно, проблема со сбытом тоже есть, но потихоньку до весны уходит. Вот с весны мы начали 8 садиков снабжать. Планы, второе хранилище, этого, конечно, все равно будет мало. Вот рядом мы как раз место рассчитали, точно под такое же хранилище будем строить. Потому что, видите, овощи мы не можем в одном хранилище. Вот капуста, морковка должна отдельно лежать, свекла, картошка отдельно. Строительство овощехранилища будет закончено через неделю. После начнется установка отопительных систем вентиляции и кондиционирования. Этой весной новый сельхозобъект будет введен в эксплуатацию. 46 миллионов рублей выделено из районного бюджета на ремонт сетей в микрорайоне Северный. Такое решение было принято на внеочередной сессии районного совета депутатов. Для решения этого важного вопроса был скорректирован бюджет на текущий год и плановый период 2028 года. Депутаты приняли решение выделить средства на капитальный ремонт магистральных сетей тепловодоснабжения. Напомним, этот отопительный сезон прошел в микрорайоне очень сложно. Капитальный ремонт сетей не проводился с момента строительства Северного. Сети были бесхозными. Сегодня они поставлены на баланс в ресурсоснабжающую организацию. Город также обратился с выделением средств 61 миллиона рублей на ремонт сетей в данном микрорайоне. Но на сегодняшний день мы ищем возможность профинансирования данных работ. Решаем вопросы, никто не останется за бортом. И в любом случае поселок, микрорайон Северный к отопительному периоду будет готов. Сезон водных пассажирских перевозок в Ленском районе продолжается. Полесье курсирует между Ленском, Беледуем и Витимом почти месяц, 3 раза в неделю. Тарифы субсидированные. На эти цели из районного бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. На часах 10:50 теплоход Полесье прибывает к причалу города Ленска. Как всегда, на судно нет свободных мест. Направление Ленск-Витим остается востребованным, ведь жители поселка приезжают в районный центр для решения самых различных вопросов. Субсидированные билеты – это вообще здорово. Особенно для пенсионеров это большое подспорье. Я лично медосмотр приезжал, проходил здесь на продление оружия. Есть скидки
они назначаются по месту жительства, если проживаешь в Республике Саха-Якутия. За какую сумму вообще вы добираетесь? 3500 рублей. Очень удобно, что такие скидки все-таки существуют, потому что проезд в 3500 рублей это не равен никакому авиабилету. Напомним, субсидировать тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом администрация Ленского района начала с 2018 года. Жители могут приобрести билет со скидкой 50% по маршруту Ленск-Витим-Пеледуй, оплатив за проезд не 8800 рублей, а чуть более 3800 рублей. Субсидирование сохраняется благодаря договоренности администрации района с ПАО «Лорб». Размер субсидий на 2026 год порядка 20 миллионов. Планируемое количество перевозки пассажиров более 8 тысяч человек. Рейсы выполняются 5 дней в неделю. Значит, субсидия позволяет жителям Ленского района осуществлять проезд с 50% скидкой. Полесье будет курсировать между населенными пунктами до окончания навигации. День семьи, любви и верности в Ленске отметили торжественным мероприятием, во время которого глава района вручил медали за любовь и верность и дипломы многодетным семьям. Медали получили 3 семьи, прожившие вместе более 25 лет. Эта награда была вручена за крепость их семейного союза, основанного на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества, за достигнутое благополучие, обеспеченное совместным трудом. Дипломами многодетной семьи были награждены 10 семей с вручением и единовременного денежного вознаграждения. Эта награда присуждена за достойное воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций, формирование в детях высоких духовных и нравственных ценностей, чувства патриотизма и активной гражданской позиции, а также за создание условий для всестороннего развития и благополучия семьи. Поздравили участников мероприятия с праздником официальные лица, а также творческие коллективы и золотые голоса города. Нам очень приятно, очень радостно, что ценится, что у нас много ребятишек, что стараемся ради детей, растим. Хотим, чтобы они выросли, главное, достойными, хорошими и вообще человечными людьми. Мечтала вообще 4, пока только 3. Диплом многодетной семьи. Очень приятно, повесим на стенку дома. Очень приятно, правда, неожиданно. А еще обещали выплату 10 тысяч рублей. Тоже празднику, да? Празднику, да. Продолжается в Ленском районе сезон летнего оздоровительного отдыха детей в лагере «Алмаз». В течение 21 дня на свежем воздухе активно отдохнули, оздоровились, завели новые знакомства 210 детей. Каждый день был посвящен новым событиям и позволил ребятам проявить себя в различных направлениях. Отдыхающие посещали кружки и секции, регулярно вожатые из педагогического отряда «Стрекоза» организовывали для детей образовательные, творческие и спортивные мероприятия. Этот год, он насыщенный на якутскую составляющую и именно на малую родину. То есть первая смена у нас посвящена якутским традициям, наследию, называется «На алмазная тропа», где мы с ними изучаем для себя что-то новое, постигаем местную культуру, обычаи. Вторая смена будет посвящена движению первых, РДМ. Это яркое, насыщенное мероприятие со специалистами данного движения, где ребята полностью прочувствуют командный дух и будут себя, получается, проявлять во всех видах деятельности движения первых. А третья смена – это единство нашего народа. Как всегда, этим летом в лагере работал трубный троллей, скалодром, веревочный парк, прокат велосипедов, самокатов. На территории оздоровительной базы созданы все условия для комфортного отдыха. Здесь дети играют в большой теннис, футбол, много времени проводят на спортивных площадках, инструктора на которых тренеры из спорткомитета. Многие дети приезжают в лагерь уже не первый раз. Детская оздоровительная база «Алмаз» для них лучший отдых. В лагере все очень круто, нас тут очень вкусно кормят. Мы ходим в бассейн, в душ, на скалодром троллей. И у нас тут кружки есть, тоже ходим на кружки. Это очень запоминающая смена, много разных моментов и очень много друзей. Аттракцион «Трубный троллей» появился в лагере относительно недавно. Он очень популярен среди отдыхающих. Протяженность трассы порядка 60 метров. Высота небольшая, но преодолеть ее удается далеко не всем. Перед спуском каждый должен одеть всю необходимую экипировку. Полностью у нас идет специальная экипировка, ролик. И, в принципе, получается, ролик скатывается. Нас двое работает. Я отправляю, Айкар Васильевич у нас встречает. Соответственно, также снимает, отправляет.
И я также разбираю и детей опять отправляю. Чтобы у нас потока не было большого, мы разделили по 8 человек с каждого отряда. То есть у нас по 16 человек за час, грубо говоря, приходит. В этом году на территории оздоровительной базы была установлена полоса препятствий. Новшествами дети довольны, с удовольствием делятся впечатлениями от отдыха. Появились много друзей, стало много общения. Нравится, что мы ходим на скалодром, на полосу препятствий, в бассейн, много дискотек, всяких концертов. А вообще всем нравится, всегда тепло. Также ребята посещают бассейн, солевую комнату, пьют кислородные коктейли и фиточаи. Все эти мероприятия проходят до обеда. После сончаса отдыхающих ждут отрядные дела, встречи с интересными людьми, а вечером настает время творческих мероприятий и дискотек. Первую смену лагерь «Алмаз» отработал. Буквально на днях состоится заезд новых отдыхающих.